Посмотрим, что происходит с жидкостью при испарении. Возьмем термометр и обмотаем его конец бинтом, смоченным водой. Заметим, что столбик жидкости в термометре начнет опускаться. Это свидетельствует об уменьшении температуры жидкости при испарении. Вы знаете, что в воздухе всегда присутствует водяной пар. Содержание водяного пара в воздухе характеризует его влажность. Абсолютной влажностью воздуха называют массу водяного пара, содержащегося в 1 кубическом метре воздуха, или плотность водяного пара, содержащегося в воздухе. Зная абсолютную влажность воздуха, нельзя сказать, сухой это воздух или влажный, насколько содержащийся в нем пар близок к насыщению. Для того, чтобы судить о степени влажности воздуха, вводят величину, называемую относительной влажностью. Относительной влажностью воздуха φ называют величину, равную отношению плотности водяного пара, содержащегося в воздухе, к плотности насыщенного водяного пара при этой температуре. Обычно относительную влажность выражают в процентах. Абсолютную влажность воздуха измеряют с помощью гигрометра. На рисунке А показан внешний вид конденсационного гигрометра, а на рисунке Б – гигрометр в разрезе. Этот прибор состоит из прикрепленной к стойке металлической коробочки 1, передняя стенка 2 которой сделана блестящей. В коробочке имеется отверстие, через которое в нее вставляют термометр 3. В другое отверстие плотно входит трубка, присоединенная к резиновой груше 4. Коробочка окружена полированным кольцом 5, отделенным от нее теплоизолированной прокладкой 6. В коробочку наливают эфир и продувают через него воздух с помощью груши. Эфир, быстро испаряясь, охлаждает коробочку, и ее поверхность запотевает. Это происходит потому, что водяной пар, находящийся в воздухе вблизи коробочки, при понижении температуры становится насыщенным. Эта температура называется точкой росы. Измерив с помощью термометра точку росы, по таблице определяют давление или плотность насыщенного пара при данной температуре. Это значение и есть абсолютная влажность воздуха. Относительную влажность воздуха можно измерить с помощью психрометра. Психрометр состоит из 2 термометров, резервуар одного из которых обернут куском ткани, опущенным в воду. Таким образом, один термометр, влажный, показывает температуру влажной ткани, с которой испаряется вода, а другой, сухой, температуру воздуха. Поскольку при испарении жидкости температура понижается, то показания термометров будут разными. Зная показания сухого термометра и разность показаний сухого и влажного термометров, можно определить относительную влажность воздуха по психрометрической таблице. В основе работы волосного гигрометра лежит свойство человеческого волоса увеличивать свою длину при увеличении влажности воздуха. Один конец волоса прикреплен к раме, а другой обернут вокруг ролика и соединен с грузом. Груз натягивает волос. При изменении длины волоса ролик поворачивается и приводит в движение стрелку.